Живе Беларусь! Живе Беларусь! Вчора був сапраўды дзень, который, напэўна, наш час уже і цяжка характарызаваць. Міжнародны дзень дзяцей. Згадка з таго часу, калі казалася, што свабода, дэкларацыя правоў чалавека, тое, за што змагаліся ранейшыя пакаленні, так, уже заўсёды вайшло ў наша жыццё. Але мы сегодня с вами в Варшаве. Мы тут выступаем в той час, як будут новые политвязни, як будут новые дети политвязнів. И ни я, ни кто інший не может сказать сегодня, кольки в Беларуси детей политвязнів. Все страшно. То, что отбывается сегодня в свете, четко характеризует вчерашняя заява представительства АН в Украине, где названо, что за час российско-украинской войны загинуло 600 и поранено было 1400 детей. И там же в этой заяве написано, что это не полные дадзеныя. Они абсолютно не полные дадзеныя. Чему белорусам так вельми тяжко? Потому что еще в свой час я заспел, коли до детей сапраўды ставились без всякой идеологии, бурухнула коммунистичная идеология, ставились по-людски. Здавалось, что у детей будет счастливое будущее. Я еще заспел живых людей, которые ведали, что такое коммунистичные репрессии, которые били по детях. Потому что вы все ведаете имя Майи Тодоровны Кляшторной, якая старшиня мартиролога Беларуси. Это так званые дети ворогов народов. Таких людей я ведал такого шмат, які з маленства пройшли праз лагера, праз специнтернаты. Были и больше жахливые выпадки в той час, потому что один из ведомых діячоў правоабарончага руха в Беларуси народился в концлагере ГУЛАГа от белоруски, якую згвалтил вертухай. Так, зусім недавно, в 20-м стагоддзі, рабили с белорусскими детьми. Мы поднимались. Здавалось, памятаете, як нават, коли были репрессии, поднялись вы все, коли пошла информация, что Даника Санникова хочет отобрать от родных и кинуть в интернат. Тады еще удавалось что-то зрабіць. Зараз ситуация значно больше горшая. Что мы можем сделать в этой ситуации? Натурально, мы повинны быть солидарными с белорусами, с белорусскими политвязнями и с детьми Беларуси. Это абсолютно натурально. И одночасно выйти тут сегодня, во всяком разе, это только и прозлюдское. Вот як спадарня Анна уратывала двух сирот, які опынулись практично на диаспоре. То же самое ёсць шлях для всех белорусов. Не будзе нічога з того, что можно организовать системно, что не будет под контролем. Тому сегодня, коли мы кажем про детей, про белорусских детей, я вельми хочу одного. Каб здарился таки белорусский цуд, каб белорусов, якія зараз нараджалися, которые зараз маленькие, не затягивали прозрозные, гнусные, идеологичные концепции нелюдства. Потому что правы детей возникли только тому, что в 20-м стагоддзі нелюдская идеология так прошлась по народам, что нават элита побачила, что так нельга. А лишь зараз прошло шмат часу. И снова эксперименты, и снова война. И вельми хочу, как все-таки белорусские дети, яны были оборонены от всего того нелюдства, которое мы с вами ведаем. Ведаем мы и лукашенковскую банду. Яна вельми старая, но уже 30 годов. И хотелось бы, чтобы на место этой банды без войны пришла все-таки белорусская улада. Бо только белорусская улада может казать правду про белорусских детей, якія сегодня все в так званой уразливой категории.
Бо ми пам'ятаємо всі этой історії Совєтського Союзу і про Павликів Морозових, і про патріотичне виховання. І ви це кожен день можете побачити на телевізії Лукашенки. З наших дітей зараз спробують зробити будущих бойцов путинского русского мира. Наших детей сегодня морально гвалтуют штодень. И так быть не может. Але белорусы выжили в 20-м стагодці. Беларусь, я глубоко переконаний, яна выживе и в гэтых тяжких гістарычных умовах, в яких живе наш белорусский народ и наши белорусские дети. Белорусское адраджэнне заўсёды было заснавана на тым, што нацыя – это тыя беларусы, якія жылі раней на нашай зямлі, якія жывуць на нашай зямлі, і тыя, якія народзяцца на нашай зямлі. Тому в першую чаргу мы не павінны забываць, што нашая хлусня, наши недапрацоўкі, яны в першую чаргу б'юць па дзецях, па беларускіх дзецях, а ім трэба іншае. Будзьма разом, будьма не в хлусні, будьма, каб была Беларусь. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь!